Еще я помню, когда у меня был 11 класс, там появился певец Салават Фатхутдинов. Я говорю, мама, говорю, вот этот певец будет петь мои песни. Мама говорит, Кетинде кызым. Кетинде кызым семья всенчилер. Раз такое А когда я возможно. сказала аминь, вот так и Вот так получилось. вот. И через несколько лет уже Салават на сцене. Вот самые известные песни на ваши слова. Напомните нашим Ну, зрителям. у нас примерно как минимум 30 песен. 30 песен, это те, которые только поет Салават. Да. Здесь поаплодируем, потому что Салават Фатхутдинов Еще- это один из моих любимых певцов. Допустим, 10 Хания Фархи, 10 штук примерно Айдар Галимов. Их полно вообще, очень много. А 30 все-таки самое большинство Салават. Я, конечно, это хвастаюсь красиво с этим. Исянмасыз, хурматтуу достар, здравствуйте! Вы смотрите программу «Секреты татарской кухни». И сегодня в гости мы пригласили очаровательную девушку, поэтессу, автора-исполнителя, телеведущую нашего любимого телеканала ТНВ Лейлу Давлятову. Лейла, привет, здравствуйте! Рады вас видеть, коллега. Я тоже. Конечно, от меня, так как я поэтесса, пожалуйста, сізге китап. Рима китап, Зурлар Шинакиев. Лейла Даулетова, телеведущая, поэтесса. Родилась в Актанышском районе Республики Татарстан. Окончила факультет журналистики и социологии Казанского государственного университета, а затем аспирантуру Академии наук Татарстана. Еще во время учебы в университете пришла работать на ТНВ. Вела программу «Жимга Кен Кишбелен» и «Прогноз погоды». Сейчас является автором и ведущей проекта «Эдем Белен Хава». Лейла Даулетова – автор песен многих известных исполнителей. Песни на ее стихи исполняют Салават Фатхутдинов, Айдар Галимов, Фидан Гафаров, Ферзяр Муртазин, Хамдуна Тимиргалиева и многие другие. Поэтесса выпустила 3 стихотворных сборника «Яши Синкелеп Яше», «Юг-Юг», «Зурлар Эшен Акия». Лейла, но главная наша сегодняшняя задача – это приготовить красивое, вкусное блюдо. Так, сегодня мы будем приготовить аллаберса беляш. Давайте начнем. Как я вижу, у нас уже картошка готовая, чистенькая. Ну, картошку чистенькая. почистил для Беляша, лук. Ой, Здесь спасибо, у нас Руслан. фарш. Такой молодец. Фарш уже тоже готовый, да? Здорово. Ну, а почему, кстати, фарш? Беляш обычно же готовят из мяса. Да, я знаю, но знаете, у меня полно дел, нет времени, поэтому мне всегда... Ага, вы дома я всег- готовите из фарша. Здесь картошечка, лук, что мне делать? Всё режьте, все пожалуйста, порезать, сами. да? И картошку, и лук тоже вам. А я, скорее всего, буду тестом заниматься, да? Так, пожалуйста, что? Вот, кстати, мука, пожалуйста. Так, берешь солод, спасибо. Так, яйца Так, водичка, есть, соль яйца, есть, соль, сейчас соль. майонез и обычная вода. Так, Обычная тоже вода? есть. Да, спасибо. Начинайте. Бисмиллах, алейкум. Лейла, самое сложное в нашей программе – одновременно отвечать на вопросы ведущего и еще при этом готовить. Справимся? Ну, конечно, справимся. Вот, допустим, когда я за рулем, да, я заодно езжу, заодно крашу, заодно разговариваю. Вот из таких девушек не Заодно боятся еще и ездить ем. мужчины. Хорошо, расскажи, пожалуйста, Лейла, часто ли ты готовишь? И если готовишь, какое направление кухни? Ведь не все татарские готовят. Кто-то вот японский любит, кто-то там европейский. Ну, так как я сама очень люблю есть, поэтому мне придется готовить всегда. Вот. Суп разный, солянки, там, баниш, треугольники, все что Суп, угодно. лапша. Но самое главное, везде должно быть мясо. Слушай, как же обязательно повезло картошка. твоим близким, а? Да, я тоже Некоторые так девушки сейчас, наоборот, говорят, мясо не надо Нет, кушать. у нас нет Ты не такого, забывай, кстати, чтобы готовить, у да. нас был там диета, все такое, у нас нет такого. То есть татарская кухня, в татарской семье всегда должно быть много мяса. Да, я тоже так Молодец. считаю. Вот они. Вот так. Запишите, Я очень зафиксируйте. люблю есть. Но по тебе не скажешь, как вот можно тогда есть и одновременно оставаться Знаете, стройной? В у чем меня секрет? просто здоровый образ жизни, скорее всего. Но это не значит, что я там на диете сижу, там на спортзал хожу. Я никуда не хожу, ничем не занимаюсь. Вот Я так спокойно сплю, ем все, что хочу. Ну, конечно, я ем там, я просто не люблю. Не то, что я не ем, не люблю тортик, там сладкое, жирное, вот пирожки. в чем я секрет, все, да? Я все это не люблю просто. И поэтому их не готовлю. Я не Давайте про детство. Расскажите нашим зрителям вкратце, где родились, как оказались в Казани, вот этот период такой. Я из Актанышского района, Актаныштан. Родители у меня обычные, хорошие, нормальные люди. То есть не творческие люди, хотел сказать. У меня 4 брата. И ты Они одна тоже. сестренка, да? Да, я одна сестренка, самая пятая, самая младшая. Самая Вот любимая, обычно говорят. Ну, Аллаха шукр. Аллаха шукр. Все нормально, все хорошо. У тебя с детства уже какие-то вот предпосылки были к тому, чтобы писать стихи? Чтобы не работать, да? Да, чтобы не работать, быть поэтессой. Расскажи, пожалуйста. Знаете, когда был там, не знаю, какой класс, там, 10 или 9, даже не помню. У нас вот была учительница татарского языка, Галия Гельмановна. Она попросила всех, чтобы все написали стихи. Ну, Не почитали, а написали. написали стихи, хотя бы какой-нибудь куплет.
Ну, я тоже написала, я помню это. Меня көз жетті, жемішлер пішті, алмашиядан бал тамып тұра, мені үстінде баш еп тұра. Вот такое стихотворение было. Стихотворение, я даже прослезился. Либо это от лука, либо от вашего стихотворения. И как она сказала, самое первое место было в классе? Нет, вот я помню, что после этого началось. Скорее всего, мне это понравилось. Я помню, когда была там математика, алгебра, все такое, физика. Я уже там сидела, сочиняла там стихи. Еще я помню, когда у меня был 11 класс, там появился певец Салават Фатхутдинов. Я говорю, мама, говорю, вот этот певец будет петь мои песни. Мама говорит, Кетинде кызым. Да, кетинде кызым, сендер сенчилер. Раз такое А когда я возможно. сказала аминь, вот так и Вот так получилось. вот. И через несколько лет уже Салават на сцене. Вот самые известные песни на ваши слова. Напомните нашим Ну, зрителям. у нас примерно как минимум 30 песен. 30 песен — это те, которые только поют Салават. Да. Здесь поаплодируем, потому что Салават Фатхутдинов — Еще- это один из моих любимых певцов. Допустим, Браво. 10 Хания Фархи, 10 штук примерно Айдар Галин. Их полно вообще, очень много. А 30 все-таки самое большинство Салават. Я, конечно, хвастаюсь красивостью этим. Я теперь добавляю сюда чайную соду. То есть взбили Это два вот- яйца, Да, 2 яйца. И все, и там соль. Больше ничего пока. Вот этот чайный сода, это вот чуть-чуть с уксусом. Вот так вот. Не знаю, это для чего, но это мне мама научила, и я так То есть так привыкла положено? делать. Я так привыкла делать. Залили Мне это соду, очень нравится. Уксусом. Да. Ну, процесс красивый. Да, мне Как весь- на уроке химии. Скорее всего, мне Так, это для и начинки нравится. подойдет, да, вот Так. это у нас сейчас лучок. Так, да. Лука достаточно будет? О, даже очень много. Но, И, конечно, опять-таки, майонез. чем больше лука, тем сочнее будет беляш. Ну хорошо, давайте будем так считать. Картошку режем. Как, Так. кстати, как в твоем рецепте режем картошку? Давайте хоть как. Классический Маленько. татарский беляш. Чем меньше, Да, тем пожалуйста. лучше. Конечно. Нет, не до такой степени. Нет? Нормально. Мгм. Пусть будет нормально. но Лейла, чтобы- давайте вспомним, когда вы с Актаныша приехали в Казань, и как родители вообще поддержали вот стремление быть творческой натурой, а не юристом или инженером? Нет, я не скрываю, у меня мама очень хотела, чтобы я была там, чтобы у меня была нормальная профессия. Допустим, учительница, не знаю, кто угодно, врач, но только не журналист и только не поэтесса, чтобы не творческий человек. Ну, чтобы нормально. Чтобы нормально быть, а не как мы с тобой. Да, ты прав. Ну, папа говорит, нет, говорит, менің қызым Қазанға бара, һәм оқуячак. Где ты училась, расскажи. Сначала университет, журфак, а потом аспирантура. Потом попал вот как раз на телевидение. Хорошо, кстати, ну раз про телевидение заговорили, расскажи, как вот тебя пригласили? Ведь не всех приглашают, или ты сама мечтала работать на телевидении, Знаете, ходила на кастинги? Честно говоря, я очень мечтала работать на газете «Татарстан Яшери». Ага. Я ради этого и приехала в Казань. Я думала, я мечтала стать прям журналисткой газеты «Татарстан Яшери». Ага. Так как тогда «Татарстан Яшери» тоже был настолько модно, тогда же все газеты читали, не как сейчас, прям интернет, телефон. Ну, у меня там тогда был студенческий весна. Студенческая весна, Ягулный Яз, да, да, фестиваль Я в этом студенческий, участвовала в творческий. качестве там певца, ведущего, там, не знаю, кого, стихи, скорее всего, читала, песню, скорее всего, спела. Там был председатель жюри, главный режиссер телевидения нашего тогда, Данягин Анна Гаязова. Вот она меня как раз пригласила. И мне сразу дали такую серьезную передачу «Жумбак Кишбля». Тогда эту передачу вели Эльмира Хамматова и Индус Хирмат. Вот эту передачу мне дали. Не Сама было как-то готовила, сама страшно была. вот, Нет, я принимать помню, этот мне вызов? было там 19 лет. Я постаралась выглядеть там серьезной, поэтому там костюмы одела, такие там серьезные прически делали. Помню, что было страшно, от камеры очень боялась. Вот такое Но- было. Кто, говорит, один раз пришел на телевидение, там остается навсегда? Скорее всего, так и получилось. Давайте теперь уже муку. Хватит нам тут. Ай! То есть у тебя, кстати, по поводу рецепта, мы очень готовим просто. тесто по классическому Да. рецепту. Да. Лейла, вот пишешь песни, да, всем практически нашим звездам татарской эстрады. Да, да. Все счастливые, радостные, поют красивые песни. Но я ведь слышал, как и ты поешь. Откуда у тебя пробудилось вот это желание петь? Когда мы были молодыми, тогда была Мы сейчас молодые, подожди, мы сейчас молодые. Тогда были такие вот певцы популярные. Я любила их петь, как они. Допустим, там, помню, что была Эльвира Розали. Она пела вот такую песню, мне очень понравилась. Сыянбика, Сыянбика. Вот такую песню я помню. Так это у меня осталось в душе. Настолько было прикольно, интересно. Конечно, я любила петь как Салават там. Ара якын түгел, сине көтә күңел, кайтчы иркәм, кайтчы яныма. Типа того. А теперь уже, я вот думаю, ну, как я поет уже вся эстрада, половина эстрады. Давайте я лучше буду поэтессой, ладно? Я лучше стихи вам буду читать. Но
сегодня Вот же это можно более сделать достойно. исключение и спой какую-то красивую песню. Ну, тогда я спою песню, попробую спеть песню. И слова там мои, и музыка моя, югаласым килә минем. Югаласым килә минем. Кашып дөнья тузанынан, кашып хәтта киләчәктән. Бүгеннән узганымнан, бердән-бер өмет дияр идем, сиңа шул чакларымда. Югала алсам әгәр синең, кайнар кочакларыңда. Вот типа так. О, Бекмато Болдуна, молодец, спасибо. Лейла, что ты будешь делать сейчас с тестом? Оно у тебя готово? Да, почти готовы. Ну, вот это вот тубетее. Машина То есть мы же да? тесто всегда делим на 3 части. Это Да, да, крышечка, да, так скажем, да? да. Это на Это основную крышку. большую крышку? Да. А это колпачок, так скажем. Ну да, колпачок, да. И это уж- основа балиша? Это основа балиша. Все по классическому рецепту. Сначала давайте вот эти сделаем. Угу, раскатаешь. Да. Так, я тогда смешаю, у меня картошка готова. Да. Лук, картофель, фарш. Так, добавьте, пожалуйста, вот эту приправу. Это анис, это у меня мама То есть собирает. сама собирает, Сама да? собирает и меня Так, отправляет. интересно. Так, а вторые приправы добавляем? Еще вот это перец чесночный. Это я вот всегда добавлю. Конечно же, соль. Ароматненько. Так, Соль. соль. Да, соль. Так, ну сейчас я все это смешаю. Так, да. Ну а сейчас, Лейла, давай поговорим про программу, которую ты ведешь. Адам Билян Хауа. Да, расскажи, пожалуйста, как ты подбираешь гостей, ну и все самые интересные секреты. Нет, когда вот мне однажды предлагали сделать женскую передачу. Я говорю, просто про женское мне это не интересно. А вот мужчина и женщина, я думаю, это будет интересно. Но мне кажется, что семья это настолько важно, это интересно для всех. Это касается всех. Это касается всех. Поэтому мне И очень взрослых, хотелось вот, и детей. вот сделать именно вот такую полезную, интересную передачу. Семья про известных людей. Я очень люблю свою передачу «Тетюалағашка». Уже сколько лет вот именно этим занимаюсь. Лейла, перечислите известных людей, которые у вас были, которые всех на слуху. Чьи семьи приходили, раскрывали свои секреты. Хания Фархи, Равиль Шарафиев. Ой, их очень много. Вот я не знаю. Салават я не- Ватхидинов. Нет, не Салават. Салават Абы пока на очереди. Там их очень много. Роберт Мангдуллин. Так, хорошо. Зиля Валеева. Ну, понятно, да, то есть Много. все самые известные Невозможно творческие перечислить. люди. И не только Да. творческие, да? Да. А с простой Нет. семье, вот, которая работает на заводе, Нет. вы можете прийти? в гости? Если это оригинальная семья, если у человека есть вот, мнение какое-нибудь, хорошая мысль, если он может рассказать там чему-нибудь учить нас, то можем без каких проблем. Если семья известная, то, пожалуйста, любую обычную В общем, семью пишите можно- в редакцию программы, Да, и у вас пожалуйста. есть шанс. Да, есть. Лейла, кстати, ну, когда ты начинала вести программу, ты же еще не была замужем? Нет, еще. Я же еще была молодая. Вот, создание семьи, это способствовало участию программы в твоей? Нет, скорее всего, было такое, что я вот делала свои передачи, да, и заодно училась, как должна быть семья, какая должна То быть. есть все, что уже опытные семьи говорили в эфире, Да-да-да. ты записывал, запоминала? Нет, это у меня осталось в душе, в голове. Кстати, посмотрите, сейчас вот я прерву. Лейла с помощью прозрачной тарелочки сделала очень красивую ровную крышечку. Вот это современные секреты такие, да? Ну, чтобы А было из этого что красиво. делать будешь? Ну, для начала мы сделаем вот такие штучки, потом я тебе покажу, что я собираюсь делать. В общем, вы уже заметили, что процесс приготовления вроде бы классического бяляша не так прост, поэтому оставайтесь с нами, сейчас небольшая пауза. Дорогие телезрители, вы вновь смотрите программу «Секреты татарской кухни». И готовим мы сегодня классический татарский бяляш с очаровательной поэтессой Лейлой Давлетовой. Лейла, спасибо, что пришли к нам. Сегодня мы готовим из обычного пресного теста. Раскатали крышечку, основу бяляша, колпачок. Приготовили начинку из фарша с картошкой с луком, со специями. И сейчас самое интересное, будем собирать наш бяляш. Вот такая сковородочка подойдет? Да, Моя подойдет. любимая настоящая татарская сковородочка. Майла, берели, пожалуйста. Так, сливочная или Нет, такое растительная? подсолнечное масло, да. Так, все, сковородка готова. Так, все, давайте тогда вот это сюда. Вот этот процесс мне всегда нравится. У меня он очень редко Поставь сюда, получается. пожалуйста. У меня тоже так, иногда получается, иногда нет. Так, вот теперь все вот это, Аккуратненько всё. теперь все вот это сюда, пожалуйста. Будем закладывать. Да, и быстрее. Лейла, расскажи, пожалуйста, про давай. творческие вечера. А я сейчас вот перемешаю Да, быстренько. творческие вечера? Да, которые ты организуешь. Тем более первый у тебя был, совпал с юбилеем твоим. 25-летием, как говорится, да. Ну, честно, я признаюсь, тогда у меня было всего лишь 23. А, 23? Да, там был тогда
зам Камалского театра Кадим Нуруллин. Он говорит, давай, говорит, придумай какую-нибудь причину. Причину, чтобы все Причину. собрались. Давай, говорит, скажем, что у тебя юбилей. Сколько тебе лет? Я говорю, 23. Какая разница? Давай сделаем 25. Вот так раскрыла она секреты все. Да, вот так и получилось. Так. Как они проходят? Вот приходят известные люди, поют, Всё, слушают кстати, твои хватит. стихотворения. Расскажи. Так, ну приходят, конечно же, певцы, которые поют мои песни. Вот Ну, такой ты творческий тоже, наверное, вечер. выступаешь? Ну, сама собой, конечно, я стихи читаю и тоже пою. Сколько таких вечеров уже было? Штук 7 точно. 3 раза в «Пирамиде», 2 раза в Камалском театре, в «Униксе» пару раз. Ну, вот это вот такие мероприятия, они как-то вдохновляют к дальнейшему творчеству? Заряжают? Ну, естественно, конечно. Мне очень нравится вот этот сам процесс, как вот готовишься, ждешь вот этого праздника. Переживаешь? Ну, первые года, конечно, я переживала, там Корвалол, Валерьянка, все. Лейла, вот столько А? песен вы написали, да, есть самые популярные, которые у всех на слуху? Ну, скорее всего, есть самый любимый. Вот я песню, обожаю вот эту песню «Юг-Юг». Юг-юг? Да, которую вот Для поет вас Салават. поет Лейла Давлятова, песня «Юг-юг». Сейчас попробую. Юг, юг, юлларыма каршы чыкма юг, юг, кулларымнан ялгыш тутма тик син. Ышана күрмә зинһар, минем өчен бары тик син бар. Бекматов. Впервые я слышу песню не в исполнении Салавата Фатхетдинова, но замечательные слова – это всегда залог успешной песни. Согласен? Ну, так приятно, так приятно. Спасибо. Так, а ты делаешь узор вот во время… Подожди, я так быстро не могу. Ну, вот сейчас картинка классического татарского балеша такого. Да. Но он, не забывайте, у нас есть две еще такие замечательные полоски. Руслан, ну, конечно же, я предлагаю всем женщинам, да, кто делает вот такие беляши, чтобы приятно было Подавать вашим любимым первую букву вашего любимого человека. Ну, конечно, извините, так как сегодня вы тут только. То есть буква «Р» будет? Буква «Р» будет. Ага. Ну, вот вы увидите, да, сразу, вот буква «Р», всем То так, есть всем сегодняшний балеш посвящается мужчинам, чье имя начинается на букву «Р». Рамиль, Роман, да? Руслан. Руслан, Вот. Ну, сегодня Рустем, уж Ростислав. Вот, В общем, вот. всем. Конечно, всегда это будет первые буквы вашего любимого человека. Вот все, Спасибо. балеш уже готов. Можно я покажу нашим зрителям? Конечно. Вот что у нас получилось, но самое главное, что это только начало. Буквально за 1,5 часа этот чудо-балеш превратится в вкуснейший чудо-балеш, да? Молодец. Открывай, пожалуйста, духовочку. Температура 220 градусов. Бисмилля рахман рахим. Говорим Ай. бисмилля рахман рахим. Ждем и будем пробовать. Зур бәлеш. Сначала замесили пресное тесто и дали ему немного отдохнуть. Для начинки говяжий фарш смешали с измельченным репчатым луком и нарезанным кубиками картофелем. Приправили специями и хорошенько перемешали. Большую часть теста раскатали и выложили на смазанную маслом сковороду. Подготовленную начинку горкой выложили на раскатанное тесто, края теста присобрали к центру. Затем раскатали меньшую часть теста, накрыли ею бәлеш, края соединили и защипали. Посередине сделали отверстие и закрыли его пробкой из теста. Выпекали бәлеш в духовке 1,5 часа при температуре 180 градусов. Дорогие телезрители, если вы не успели записать рецепт приготовления татарского беляша, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои самые любимые блюда, фотографируйте и делитесь кулинарными секретами. Ну и, конечно же, не забываем подписываться на наш канал на YouTube. Лейля, посмотрите, у нас все готово, красиво. Ароматы какие на нашей кухне. Ну, главный вкус. Ну, попробуйте, пожалуйста. Самое главное, действительно, это вкус беляша, бисмилля рахман рахим. А сколько мяса, посмотрите. Настоящий мяса должно беляш быть для много. мужчин. Итак, Ой, внимание. я прям боюсь. Вот в чем плюс фарша, и нежно, и сочно получается. Но, кстати, отметим специи, они нашему блюду придают такой вот оригинальный вкус. Поэтому можно придумывать различные варианты приготовления вроде бы обычного беляша, да, который всем известен. Ну, мне так понравилось, как сіз ашисіз. Настолько Но было вкусно. потому что очень вкусно. Действительно, вот, Или вы Лейла, просто у вас голодны. 4 брата, вы, наверное, вот все детство для них готовили, поэтому шулай там не топкелепщик-то. Так Да, вкусно вы получилось. правы. Зато я мужские работы ничего не умею. Лейла, на этом наша поэтическая кулинарная программа подошла к концу. Бигзур Ахмед,
Уверен, что сегодня зрители очень много интересного узнали о тебе и вновь вспомнили наше самое популярное блюдо – татарский бәлеш. Шақырғаныңыз үшін сізге бик зор рахмет. Менің бик та мында келесім келген еді. Было очень весело. Тебе спасибо за компанию. Ну и, конечно же, уверен, финал нашего кулинарного шоу должен быть украшен очередным стихотворением твоим. На бик узын. У меня есть такое длинное стихотворение «Кеше булып кал». Такой маленький кусочек. Ялгыз калсаң әгәр, бик кайгырма. Сөйгән ярың булса, булсын шатлык. Йылый-йылый парлап яшәгәнче, үзең генә булу 1000 кат артык. Кемдә ярый диеп ялганлама. Һәр кем эзли байны, тәхетлене. Кеше бәхетенә кызыкканчы, бәхетсездән яса бәхетлене. Алда ни көтә дип бик уфтанма. Артык борчылмауың кулай булыр. Кыштан соң яз, килми калганы юк. Ходай ничек язса, шулай булыр. Амин, человеком, без рахмет. Лейла Давлетова и Руслан Шарапудинов сегодня читали стихотворение и готовили только для вас, для наших любимых зрителей канала ТНВ. Соболев Зуслар. Пока-пока.